Благодаря статистике хаштаг бизнесу, тридцать батхада хай вилхр ахи, сюда духовный сигур, умри асаби ахш, высода. И таких желающих вернуться на родную землю много. В прошлом году руководство республики приняло решение возродить приграничное село. Правительство уже занимается реализацией проекта социально-экономического развития сельского поселения Датых. Но сохранение селения с богатой историей и большим наследием материальной культуры во многом зависит от самих жителей. Свет другие огжвей висен халтухи. Так она юрт наchts ма хамучул шуан аздуцидеш мастин хожмеди. Большинство из присутствующих переживают за свою безопасность. В 2008 году в приграничном сельском поселении Датых проходили контртеррористические операции. По этой причине большинство жителей были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в близлежащих селах Сунжинского района. Отсутствие необходимых условий для проживания мешает вернуться на родную землю. На встрече поднимались проблемы водоснабжения, газопровода, электричества и вопрос развития инфраструктуры. Мы оттуда уехали, потому что не было безопасности для проживания. И во-вторых, в 2009 году закрыли школу, вот и мы вынуждены были переехать в другой населенный пункт. Еще в начале 2000-х годов в селении Датых проживало около 300 семей. Из них осталось только 2 десятка. При таком количестве населения содержать местную администрацию и депутатов – прямое нарушение закона, говорилось с представителями власти на встрече. Сегодня уже многие жители занимаются вопросами установления границ своих земельных участков. С газяциян, тахан с газяциян, сушнах плохо бушуан, с газом юли хуги. На сегодняшний день селение Датых не представляет никакой угрозы для жизни людей, заверил присутствующих помощник председателя правительства Якуб Манкиев. Уже удалось решить ряд проблем. Проложена дорога протяженностью 17 километров. Оценена степень тяжести повреждения и масштаб работ по проведению газопровода с протяженностью 7 километров. Также власти уведомили, что уже устанавливают интернет и мобильную связь. В этом году начнется строительство школы на 120 мест, детского сада на 60 мест, дома культуры и водозаборной станции. Здесь же будет и местная амбулатория. Эти программы позволят создать дополнительные рабочие места. Экономического развития, подготовить план социально-экономического развития Датыха. Этот план он разработан, в нем прописаны все мероприятия, касающиеся создания там необходимой инфраструктуры, создания учреждений, необходимых для полноценной жизни жителей, которые возвращаются туда. На текущий момент можно сказать о том, что дорога, которая ведет в этот населенный пункт от Галашки до Датых, это больше 17 километров, она приведена в надлежащее состояние, ею можно пользоваться, передвигаться по этой дороге. В этом году уже точно в Датых появится амбулатория. В этом же году есть планы, есть необходимые денежные средства, разработан проект по водоснабжению. На реке Фортанга будет построена насосная станция, будет установлен резервуар, и в селе будет своя питьевая вода. Ее до сих пор в этом населенном пункте не было. Теперь она будет. Древнейшее село славится красотой окружающей природы и горным воздухом. Богатая содержанием соли и полезными микроэлементами река Фортанга станет источником питьевой воды. Правительство будет оказывать помощь и предоставлять гранты желающим открыть фермерское хозяйство в селении. Также архитектурные сооружения средневекового ингушского зодчества стали причиной развития туристско-рекреационного потенциала района. Власти со своей стороны готовы создать все необходимые условия для жизни людей и надеются, что бывшие жители не допустят безмолвную гибель сельского поселения и вернутся в Датых. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.